В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшек Шара. Здравствуйте. 23 года абхазской армии. В Минобороны республики отметили день рождения вооруженных сил страны. Трижды победители. Абхазия завоевала гран-при на международной агропромышленной выставке «Золотая осень». Приняли присягу. 4 будущих сотрудников МЧС Абхазии стали слушателями Академии противопожарной службы МЧС России. 23 года назад, 11 октября 1992 года, Президиум Верховного Совета Республики Абхазия издал постановление о создании Министерства обороны и Генерального штаба. В этот же день указом председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Арзенба исполняющим обязанности министра обороны был назначен полковник Владимир Аршба. Первым заместителем и начальником Генерального штаба Министерства обороны назначен полковник Султан Сосналиев. Эта дата по сей день считается днем рождения абхазской армии. В воскресенье 11 октября в Минобороны Абхазии прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню вооруженных сил республики. Сария Смыр расскажет подробности. Праздничный день, посвященный созданию вооруженных сил республики, руководство военного ведомства и военнослужащие начали с возложения цветов к монументу павших в боях за освобождение Абхазии в парке боевой славы в Сухуми. Затем направились в село Нижняя Ишера на могилу первого президента Абхазии Владислава Арзенба, чтобы отдать дань памяти первому главнокомандующему вооруженными силами. Цветы и венки служащие Минобороны возложили и на могиле Сергея Васильевича Багапш в селе Джгярда. После возложения венков мероприятие, посвященное 23-й годовщине создания вооруженных сил республики, продолжилось в Министерстве обороны. Почетный караул внес в зал заседаний знамя Минобороны Абхазии и государственный флаг страны. Прозвучал гимн республики. Личный состав и руководство Минобороны поздравил с праздником главнокомандующий президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба. Необходимо продолжать работу по качественной модернизации нашей армии. Она должна полностью отвечать современным требованиям, быть мобильной и боеспособной, обладать высокими стратегическими и тактическими возможностями. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в службе по защите нашей Родины. Абхазскую армию в период ее формирования можно с полным правом назвать народной, а бесспорным лидером, сплотившим абхазский народ на трудном пути к победе первого президента Владислава Арзенба. Оборонное ведомство страны создавалось в боевых условиях, в условиях реальной жестокой войны, войны за независимость республики. Шел второй месяц боевых действий, но абхазская армия уже одержала первую крупную победу. Был освобожден Гагарский район. Впереди другие успешные боевые операции. И именно вооруженные силы в столь трудный и необходимый для Родины момент стал гарантом сохранения абхазского народа, а позже и суверенитета страны. 23-ю годовщину создания Вооруженных сил Республики Абхазия мы имеем все основания заявить, что Вооруженные силы Абхазии были и остаются преданными идее независимости, ставят интересы Абхазии превыше всего. Да здравствуют Вооруженные силы Республики Абхазия! С праздником вас, дорогие товарищи! После ряда выступлений торжественное собрание, посвященное 23-й годовщине образования оборонного ведомства страны, продолжилось награждением личного состава и ветеранов Министерства обороны. К наградам были представлены более 80 офицеров. Нескольким военнослужащим Минобороны приказом министерства были присвоены очередные воинские звания. Мощная и современная армия – главная гарантия существования независимого абхазского государства. Именно поэтому абхазская армия отличается высокой боеспособностью, ведь от нее зависит судьба нации и всего государства. Сария Смыр, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Сегодня в Совете старейшин Абхазии обсудили общественно-политическую ситуацию в стране, по завершении которой члены Совета старейшин Абхазии обратились ко всем партиям, общественным движениям и власти с призывом вместе решать все проблемы строительства государства, добиваться взаимопонимания, соблюдать Конституцию, законы Абсора. Более 30 тысяч лет
предки абхазов проходили по дороге цивилизации. На этом пути были и взлеты, и падения. Были войны с великими империями мира, но предки абхазов, благодаря мудрости и силе Апсвара, не погибли под обломками образования и распада мирных империй. Абхазской государственности более 1500 лет. За этот период наш народ неоднократно терял свою государственность, но благодаря единству народ восстанавливал свою государственность. Сегодня государство Республика Абхазия известно всему миру. Это заслуга народа и воинов. Владислав Григорьевич Арцинба мудро смог мобилизовать народ и воинов на победу в войне, восстановить государственность. Сергей Васильевич Багапш смог мудро содействовать признанию нашего государства. Геополитические процессы, происходящие сегодня в мире, опасны. Ими управляют международные финансовые корпорации, вышедшие из-под контроля государства, в том числе и США. Сегодня только российское государство может проводить и проводит независимую внешнюю и внутреннюю политику, когда планета охвачена огнем. В этих условиях Совет старейшин обращается ко всем партиям, общественным движениям, к власти с призывом вместе решать все проблемы строительства государства, добиться взаимопонимания, соблюдать Конституцию и законы Апсвара. Молодое поколение, вы наиболее прогрессивная часть нашего народа. Вы знаете путь абхазов по дороге цивилизации. Уверены, вы придаете большое значение соблюдению разумного баланса силы государства и силы Апсвара. Ветераны войны, вы основа нашего государства, уверены в вашей поддержке нашего заявления. Осенне-зимний отопительный сезон уже не за горами, и в этой связи МЧС Абхазии традиционно обращает внимание граждан и руководителей предприятий на соблюдение правил противопожарной безопасности. Недавний пожар на Сухумском центральном рынке, по словам специалистов, еще одно подтверждение тому, что правила эти систематически нарушаются. Спасатели еще раз призывают к бдительности. А тем временем в высших учебных заведениях МЧС России приняли присягу наши соотечественники. Подробности в материале, подготовленном пресс-службами МЧС Абхазии и Российской Федерации. Октябрь – традиционная пора принятия присяги в Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. Помимо самих россиян, здесь обучаются представители многих стран СНГ, а также дальнего зарубежья. Уровень преподавательского состава, а также материально-техническое оснащение учебных классов и аудиторий позволяют готовить высококлассных специалистов. Они получат практические навыки действий в условиях пожара, чрезвычайных ситуаций, других бед. Это позволит им стать профессиональными, пожарными спасателями, людьми, которые смогут работать в сложных условиях для оказания помощи и поддержки человеку, который оказался в беде. В этом году в числе принимающих присягу были 4 наших соотечественников, причем 2 из них девушки, чего раньше не было. Курсанты из Абхазии впервые приехали сюда в 2010 году. Первые выпускники уже служат и весьма успешно в спасательных подразделениях нашей страны, а полученные знания и опыт – надежное подспорье в нелегкой службе. Я очень рад, что сегодня принимающие присягу находятся из моей семьи, представители Республики Абхазия. Российская школа МЧС пользуется в мире непрекаянным авторитетом. Мы впредь будем сотрудничать с МЧС России в обеспечении безопасности наших граждан. Церемония принятия присяги традиционно завершается торжественным маршем. Новый учебный год стартовал, а взаимодействие российских и абхазских спасателей продолжается.
МЧС России в ближайшее время передаст своим абхазским коллегам очередную партию специальной техники и обмундирования. Об этом стало известно после встреч министра МЧС Абхазии Льва Квицини на полях Международного конгресса по проблемам стратегии управления рисками катастроф, проходящим в эти дни в Москве. Согласно официальным данным, в результате теракта в Турции погибло 95 человек, 246 получили ранения. Взрывы были устроены двумя террористами-смертниками в районе железнодорожного вокзала, где участники митинга проходили к месту его проведения. Среди погибших и пострадавших в результате террористического акта 10 октября в городе Анкара представителей абхазской и адыгской диаспор нет. Об этом со ссылкой на полномочное представительство Республики Абхазия в Турецкой Республике сообщает информагентство «Спутник Абхазия». Два взрыва произошли в субботу в столице Турции перед началом митинга, который был организован профсоюзными и общественными организациями в знак протеста против всплеска насилия из-за турецко-курдского конфликта на юго-востоке страны. Абхазия завоевала гран-при на агропромышленной выставке «Золотая осень-2015». Среди тысяч предприятий из разных стран мира, представлявших свою продукцию в Москве, Абхазия уже третий раз подряд удостаивается высшей награды. Участие абхазских производителей на выставке организовано правительством Республики Абхазия, торговым представительством Абхазии в России и Международным культурно-деловым центром Республики Абхазия. Чем удивили абхазские производители взыскательную московскую публику, расскажет Амра Амичба. В этом году абхазские продукты представляли 14 компаний. Из 2000 производителей, демонстрировавших свои достижения на площадке Международного выставочного центра «Крокус-Экспо» в Москве, команда абхазских производителей собрала богатый урожай из золотых медалей в 14 номинациях и серебряных медалей в 5. А главной награды выставки «Гран-при» из всех иностранных государств была удостоена только Абхазия. Гран-при вручала заместитель министра сельского хозяйства России Елена Астраханцева. У нас было представлено 2 стенда на первом и на третьем уровне. Это достаточно информативные оба стенда. Кроме того, увеличилась существенно производственная линейка наших производителей, что само по себе свидетельствует о том, что отрасль аграрная в Абхазии живет и развивается. И несмотря на сложности объективного характера, она модернизируется. Золотые медали получили компании «Виноводы Абхазии» за линейку красных сухих марочных коллекционных вин, пивзавод «Сухумский» и «Минеральные воды Абхазии» за сладкие газированные напитки и минеральную воду Аватхара. Кроме того, золотую медаль получили производители воды «Гумиста», компания «Приоритет», и производители рыбной муки и гранулированных кормов «Абхазмурпром» и «Аквафуд». Очень приятно то, что коллекционные сухие вина получили золотую медаль, абсолютно заслуженно. Они до этого не были отмечены на этом форуме. Также вода Аватхара, за которую я очень рад. И хочу поздравить всех производителей с заслуженной оценкой их труда. Зная качество продуктов, которые сюда были привезены, мы были уверены в том, что они не останутся незамеченными. Наши предположения подтвердились, мы этому рады. Я жду результатов в виде контрактных и предконтрактных документов, которые мы, надеюсь, скоро увидим. На церемонии закрытия выставки присутствовал и премьер-министр Абхазии Артур Миквабия. Одна из главных задач, которые ставит Абхазия, участвуя в форуме, как отмечает торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, это поиск новых инвесторов. А неоднократное успешное участие республики в крупном агропромышленном форуме подтверждает высокое качество продукции абхазских производителей. Барциц отметил, что это показатель того, что в Абхазии на сегодняшний день производится очень качественная и экологически чистая продукция, которая может смело конкурировать на рынке с продукцией других стран, более богатых и экономически развитых, чем Абхазия. Амра Амичба, Лиса Габля, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. За прошедшие выходные дни объединенными силами сотрудников управления ГАИ, Управления по контролю за оборотом наркотиков, Отдела по борьбе с организованной преступностью, Управления уголовного розыска МВД Республики проведены совместные рейдовые мероприятия. Министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзябжба провел строевой смотр личного состава управления ГАИ МВД Республики. Министр осмотрел служебный автопарк всех подразделений управления ГАИ. Экипажи продемонстрировали работоспособность и техническое оснащение своих автотранспортных средств. В целях повышения безопасности автотранспортного движения и предотвращения ДТП министр поручил взять на особый контроль положение на дорогах городов республики, на республиканской трассе от Псоу до Ингура, усилить посты ГАИ, на которых в скором времени будут установлены
установлены и камеры видеофиксации. Усилить выявление злостных нарушителей правил дорожного движения и справедливо их наказывать. На дорогах ни для кого не должно быть привилегий, отметил Леонид Дзябжба. По результатам проведенных мероприятий выявлено 577 нарушений правил дорожного движения. 25 водителей понесли наказание за управление своими автотранспортными средствами в нетрезвом состоянии. По подозрению в употреблении наркотических веществ задержано 27 человек. Премьер-министр Абхазии Артур Микваби, находящийся с рабочим визитом в Москве, посетил международный турнир организации договора о коллективной безопасности по комплексному единоборству среди специальных подразделений силовых структур государств-членов организации. Турнир прошел в зале единоборств спортивного клуба ЦСКА. Участвовали все регионы России и страны СНГ, а также Вьетнам, Абхазия и Донецкая область. Участники турнира из Абхазии заняли призовые места. В Гудауте завершился 4-й международный турнир по вольной борьбе на призы доктора технических наук, мастера спорта СССР, президента клуба «Абаза» Муссы Экзекова. Участие в соревнованиях приняли более 300 борцов из Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Чечни, а также спортсмены из Ульяновска, Тулы и Краснодара. О том, как выступили наши спортсмены, расскажет Инвира Дженя. Такого количества участников не было за все время проведения турнира. Несмотря на то, что в Российской Федерации в те же дни проходили несколько престижных соревнований, в Абхазию приехало 250 спортсменов. Всего же 2 дня на ковер выходили более 350 борцов, включая абхазских спортсменов со всех городов и районов республики. На торжественном открытии турнира участникам пожелали удачи председатель комитета по вопросам молодежи и спорта администрации Гудаутского района Джарнас Беня, президент Федерации спортивной борьбы Раш Худаба, заслуженный тренер республики Дзука Беня и находившийся в эти дни в Абхазии доктор технических наук, мастер спорта СССР Мусса Экзеков, который на протяжении нескольких лет оказывает большую материальную поддержку абхазским борцам. Соревнования проходили в 2 возрастных группах, всего же в 20 весовых категориях. Как отмечалось ранее, в турнире принимали участие традиционно очень сильные юные борцы с Дагестана, Осетии, Кабарды, Карачаева-Черкесии, и тем приятнее удачное выступление наших борцов. Так, в первый день турнира чемпионами стали Луман Гемуа, Даниэль Пилья, Бахтан Гака, Баджон Схадая, Джустан Ганги, Астамур Квициня, Спартак Петросян и Беслан Богатырь. А во второй день победили Даниэль Гуньба, Астамур Пачаля, Инар Кетия, Денис Беня и Анри Кетия. Результатами наших спортсменов остался доволен и Мусса Экзеков. В Абхазии за этот короткий промежуток времени выросло очень много, достаточно мастеров со своей уникальной школой, абхазской школой. Сейчас не только юг России, вся Россия убедилась в том, что в Абхазии проводится системная, хорошая, качественная работа с полной самоотдачей, высокопрофессиональным отношением. Команда тренеров, их порядка 40 тренеров сегодня уже в Абхазии, порядка 40 ковров. Ни одна республика, ни один регион России не может похвастаться ничем подобным. Наши ребята не только участвуют в международных соревнованиях, у нас есть уже чемпионы мира, чемпионы Европы, чемпионы всесоюзных, всероссийских турниров. У нас очень мощно, на сегодняшний день можем сказать, человек 15, которые уже выиграли очень значимые турниры. Всем победителям и призерам были вручены дипломы, кубки, медали и денежные призы. Инвера Дженя, Адама Дженя, Абхазское телевидение. Сегодня открылся международный турнир по баскетболу среди ветеранов мужских команд. Соревнования проводятся в детско-юношеской школе игр и продолжатся до 15 октября. В турнире принимают участие спортсмены-ветераны из Абхазии, а также различных городов Российской Федерации. Об этом сообщает Федерация баскетбола Абхазии. Этот ежегодный ветеранский турнир проводится в Абхазии уже 3-й год подряд. Главный судья турнира мужских команд по баскетболу, судья всероссийской категории, заслуженный тренер России и Абхазии Александр Банников. Организаторами турнира выступили Государственный комитет Республики по физической культуре и спорту, Федерация баскетбола Абхазии и Олимпийская академия Краснодарского края.
В администрации Сухума сообщают, что в связи с ремонтными работами на электросети завтра с 6 часов утра до 9 часов вечера будет отключена подача воды в центре города. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар 61 рубль 15 копеек, евро 69 рублей 55 копеек. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии будет облачная погода. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 13-15, днем плюс 21-23 градуса. Температура морской воды плюс 24 градуса. По Сухому ожидается облачная погода. Ночью и утром возможен небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 14, днем плюс 22 градуса. Информационный выпуск завершен. Я желаю вам всего доброго и прощаюсь. До встречи в эфире.